Вы хотите быть в жизни победоносным человеком, вам нужно смотреть в Слово Божье. Но у меня не получается, доктор Суарес. Я всегда ввязываюсь в недостойные дела. Значит, вам нужно внять откровению, которое псалмопевец написал в Псалме 118, получив его от Бога и сделав его истиной в своей жизни. Поскольку Иисус сказал: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Как Он смог? Он сказал следующее: «От всякого злого пути удерживаю ноги мои». Но я не могу. Позвольте мне закончить, поскольку далее сказано: «Чтобы хранить Слово Твое». Имейте в жизни одну цель, одно намерение. «Я удержу ноги от всякого злого пути», поскольку Бог коснулся его сердца. Тот, кто не удержится от злого пути, не будет хранить мое слово, у него не будет этой способности. Вы не хотите быть победителем? Предложите это Богу и будьте счастливы. Посмотрите на благословленного человека. Глухота. Какого уха? Этого, с правой стороны. Уже как долго? Я оглохла в 9 лет. Сколько вам сейчас? 30 с небольшим? Мне 55. То есть уже 46 лет вы не слышали левым ухом? Правым ухом. Правым ухом. Вы провели всю юность, не слыша этим ухом? Я им не слышала. Всю жизнь? Когда я была ребенком, мне доставалось за то, что я не слышала. Мать сердилась. Я сказала, а ты не сделала. А она вас била? Да, потому что я не слышала, что она говорила. Теперь уже нет? Я узнала о своей глухоте, когда была беременна сыном. Тогда хорошенько прикройте левое. Это большое чудо, друзья. Как вас зовут? Сокоро. Говорите громче. Сокоро. Вы замужем или одиноки? Замужем. Сколько у вас детей? 1 сын. Сколько лет вашему сыну? 29 лет. Она хорошо слышит, друзья. Это Иисус. Теперь я хочу помолиться с вами. Отец, я вручаю этого человека в Твои руки. Помоги, мой Бог, удержать его ноги от всякого злого пути, чтобы он смог увидеть величие, волшебство Твоего Слова. Бог, я сейчас его благословляю и говорю: будьте благословлены Богом во имя Иисуса.